привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу один из рецептов, как я буду солить щуку и приготавливать из нее юколу в домашних условиях. То есть, если я раньше делал все это в палатке, на рыбалке, можно и там, конечно, этим заниматься, но сейчас... Так, ну, вообще, в целом, рыба вообще вся во льду. Пока она мороженая, избавимся от того, что нам не нужно и будет создавать только помехи. Пока мороженое, нужно отрезать хвост, плавники, они очень хорошо отрезаются. Выступает сындыс большой, вот такой вот, длина клинка 17, по-моему, сантиметров. Опа, все в сторону уберем. Вот так вот. Раз. Отрубаем это все, потому что впоследствии это будет нам все мешать. Создавать неудобно, неудобно будет. Это будет слизи. Я вообще не люблю, когда сильно слизи много. Вот. И, по идее, лучше одеть, конечно, перчатки. Сейчас оденем. Вот такие перчатки. Ну, наверняка у вас всех есть такие перчатки где-то на рынках. У нас на рынке, у китайцев, в строительных магазинах, ну, есть вот такие до минус 30. Они внутри с флисом. Многие спрашивали меня с сюжетов с ряпушки и так далее. Что за перчатки носишь? Не холодно ли в них? В этих не холодно. Ну и хвост тоже отрежем. Обычно юкола идет со шкурой, с кожурой. Но мы не будем оставлять кожуру. Мы сделаем совершенно другое блюдо. Так, прошло какое-то время. Сейчас будем снимать кожу. Кожа мне нужна, чтобы лечить суставы. Кожа зимней щуки полезна при лечении суставов. Поэтому снимаем. Вообще щука сама, целебные свойства у нее есть древле. Кто-то лечит. Желтуху лечили в древности. Также она лечит суставы, вытягивает всякие соли, образовавшиеся на ранних стадиях, конечно, на запущенных. Ну, хотя у Яныча была запущенная форма, но все равно ему помогла шкура. Надо обязательно соблюдать курс лечения. Сейчас мы снимем чулком кожу. И все. Как говорится, к лечению готово.
Целлофан мягчугар ерін болды. Лопан. Ну вот получился вот такая шкурка такая получилась. Так, убираем целлофановый пакет. Так, теперь давайте, пока у нас размораживается щука, вот это, эту щуку засолим. То есть мы приготовим к засолке. Пока она сильно не разморозилась и не стала мягкой и неудобной для чистки. Все делаем с рыбой, которая еще как следует не отошла. Так вот, такой вот кусок, и избавляемся от всего лишнего. Так вот, раз. Срезаем с кости мякоть. Туда его. Все, вот такие пластики получаются. Сейчас будем это все засаливать. Блин, плохо. Так, дальше внутренности все выбрасываем. И вот, чтобы не стещать вот это вот всю эту кровь, просто ставим нож, здесь ребра заканчиваются, и идем в сторону позвоночника. Так вот, раз, а дальше вдоль. И получаются вот такие пластики вот. Раз. Здесь также вдоль все. Позвоночник мы отделили. Вот. Раз. Вот. Вот. То же самое сейчас проделаем со второй щукой. Минус 50 градусов. При минус 50 градусах, я думаю, сложно выжить вообще кому-то. Вот. И поэтому шоковая заморозка. Все это она прошла. Все процедуры. И поэтому будем парочку дней солить ее и сушить. А вот этой шкурой, которая
я снял. Будем лечить суставы. Об этом я отдельно сюжет сделаю далее. С большой щуки у меня получилось 2 пласта, потому что она крупная, и я ее пополам расчертил пополам, сделал вот эти надрезы, следы, и потом уже по ним уже я сдернул шкуру. 2 получилось, 2 пласта. Будем лечить суставы больного человека. Чтобы немножечко был пикантный вкус. Все, теперь все перемешиваем. Ой. Вот эти большие куски отрезаем напополам. И вот такие пласты, можно еще немножечко, чуть-чуть потоньше их сделать. Вот так вот. Можно придавить гнетом, можно не придавливать. Все, пусть так стоит, солится. На 2 суток. И потом отмочим. В общем, хотел было бы уже 2 суток солить, но это не понадобилось. Сегодня утром я попробовал рыбку. Вечером она у меня простояла в прохладе. Утром я ее положил в морозильник, в холодильник. И сейчас прошло буквально 20 часов. Рыбка моя просолилась. Чувствуется пряность, паприка, перец. Классный такой вкус. Все это сочетание вот вообще. Соль отличнейшая, не пересолено, ничего. Нежнейший вкус. Вообще щуку ем с детства. Это основная наша рыба была. Мы солили ее. Говорю вам еще раз, у нас рыба очень чистая, поэтому вот. Обалденно. Все. Достаточно. Отмачивать тоже даже и не надо. В принципе, можно уже вялить. Давайте приступим дальше к завялке. Теперь ее давайте развесим и будем время от времени переворачивать. Вот при помощи вот таких вот канцелярских скрепок просто разгибаем их. Вот так вот втыкаем и вешаем. Вот так вот. Раз. Так, вот так вот получилось. В общем, нашел все, что дома было. Скрепок уже нет. Не было, уже поздно. Поэтому и булавки пошли в ход дела, и какие-то штучки. Здесь вот упал кусочек. Ой, 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 ой. Плохо был зацеплен. Бывает такое.
что мясо вот начинает в этом месте надрываться, и особенно когда толстое, и спадать. Такое бывает, поэтому время от времени поглядываем за нашими вот кусочками. Вот так вот получилось. Все, пусть висят. Сегодня я их вечером повесил. И посмотрим уже завтра. Думаю, к вечеру, наверное, уже немножко подвялятся. И будем уже смотреть степень провялки. Можно сильно вялить, можно сделать вообще вот сухую, как сухарь. Можно сделать что-то среднее. Так, ну вот это результат за ночь. Вот здесь я вчера еще подвесил икорку. Она уже вообще вся высохла. Сухая. Вот. Ну давайте возьмем любой кусочек. Вот, смотрите. За ночь, то есть он уже высох. Высох мягкий. В общем, позавчера вечером я занес рыбу, разморозил, нарезал, засолил. Вчера вечером я все развесил. И сегодня у меня вот получились вот такие вот, не знаю, чипсы, не чипсы, но вот. Давайте сейчас проверим, один кусочек отрежем и посмотрим, как он получился. И икорочку тоже давайте попробуем. Вот икорочка. Вот так вот получилось. Мяско. Отлично. Вообще отлично получилось. Не пересолено, ничего. Завяленная рыбка. Просто обалденский. Причем мясо, ну вот, вообще не скажешь, что это щука. Абсолютно. Где-то вот послевкусие такое приходит. Приятное. Думаю, пойдет. Можно снимать. Ну и корочка вот. Тоже солил. Давайте. Ломается все. Все засохло. Икорка вообще бомба. Просто обалденски. Ну все, друзья, вот на этом я заканчиваю сюжет. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что пишете комментарии. Со шкурой я буду делать лечение суставов. Есть у меня один больной очень. Суставы у него болят. Человек, и его буду лечить. Все, всем спасибо, всем пока.